Процедура взвешивания позади. Все, кто соответствует своей весовой категории, в последний раз активно тренируются перед стартом. Сегодня им нужно показать максимум, на что они способны. Команда судьи дает начало первой схватки между Адамом Минарсановым и Зубаиром Оздоевым. Спортсмены выступают в весовой категории 35 кг. Оба бойца максимально сконцентрированы на своем сопернике, но с первых секунд боя видно, что Адам чувствует себя более уверенно, и в итоге он проводит бросок с коленей. Его соперник хочет отыграться, но это не приносит свои плоды. Представитель Плиевской школы дзюдо вновь зрелищным броском отправляет соперника на маты, где уже удержанием вырывает заслуженную победу. Адам более 3 лет занимается спортом и в свои 12 лет не собирается останавливаться на достигнутом. Очень хорошо тренировался. И самое главное, я буду достигнуть своего цели. Зельмхан Бацаев, представитель ФОКа Али-Юрта. Он также среди тех, кто уже выиграл свою первую схватку. Он достойно провел бой и не оставил сопернику ни одного шанса. У молодого человека была своя мотивация для того, чтобы прийти в этот популярный вид спорта. Когда уже я хотел победить, то я уже выбрал спорт по дзюдо. Мне нравилось. Я тренировался 10 лет, чтобы добиться до своей мечты. Главная моя цель, чтобы я стал мастером спорта по дзюдо. Тренер Адама гордится своим подопечным и рассказывает, как проходили тренировки и благодаря чему удалось добиться таких весомых результатов. Больше уклон мы делаем на технику, чтобы дети с детства уже привыкали к правильным броскам, правильным выполнением приема. Тренируемся уже год, через месяц будет годовщина, как ФОК открылся в январе. Небольшой срок. Будем стараться поднять ребят на большой уровень. Так как заявлено довольно много участников, бойцовские схватки проходят на 2 коврах, за каждым из которых следит по 2 судей. Неподалеку дежурит бригада врачей на случай, если спортсмены получат травмы. Дзюдо, как и любой вид спорта, травмоопасен, но если подойти к нему со всей ответственностью, можно достигнуть неплохих результатов. Основатель дзюдо Дзигора Канна, создавая свой стиль борьбы, хотел, чтобы он приносил как можно больше пользы для его последователей. На сегодняшний день данный вид спорта представляет собой эффективный метод для поддержания хорошей физической формы. Он также развивает силу и гибкость и укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему спортсменов. Для участия в этом районном турнире были приглашены команды из спортивных школ Назрани, Сунжи и Плиева. Это более 200 человек. Также на такое важное спортивное событие приглашен судья международного класса. Один только Али-Юрт заявил более 50 спортсменов. Пригласили несколько школ для популяризации, развития пропаганды именно этого вида спорта, так как он пользуется большим спросом у нас в республике. Ну и для какого-то получения навыков, обмена опытом спортсменами. Я думаю, это пойдет им как-то на пользу. В скором времени в ФОКе Али-Юрта планируется провести соревнования по боксу, грэпплингу и боевому самбо. Михаил Тангиев, Гапор Чахкиев, Новости 24.